Веганы тоже люди, они сектанты. Мы такие же, мы такие интересные, там, с нами можно поговорить на разные темы. Мы не бросаемся, мы не кусаем людей, которые там в мехах приходят сюда. Просто вообще некуда. Единственный вариант был заказать греческий салат, из которого нужно попросить убрать сыр, и все. И это было в каждом абсолютно заведении. То есть никакого выбора не было вообще. И решили, а почему бы и нет, почему бы не мы. Очень хотелось разбить стереотип, что веганская еда – это трава. Это стандартно, да, это невкусно, это вот что-то такое, что едят, потому что пришлось. Там пост, и приходится есть вот эту постную еду, приходится только. Мы разбивали эти стереотипы, до сих пор это делаем. Там гости возвращаются очень многие, как я говорю, всеядные, потому что вкусно. Они берут те же там карбонару, солянку, цезарь, пиццу пепперони, допустим. То есть они берут знакомые названия, они это съедают, и потом спрашивают, точно мяса не было? Прям, у вас как бы обычная еда. Я что-то не верю. Вы, наверное, там подбираете, подкладываете просто. Или колбаса. Но не может быть колбаса из травы. Если мы говорим именно о веганстве, не о растительной диете, то здесь существует только одна причина. Это этика. То есть это желание не вредить никому живому. Других причин становиться веганами не существует. Почему таких людей становится больше? Потому что люди все более осознанными становятся. У нас очень много информации. Когда мне там было 10 лет, 15 лет, какая у меня была информация? Телевизор, 2 канала, я деревенский человек, и библиотека, в которой книги 80-х годов. Естественно, я думала, что веганы — это просто очень странные люди, которым, что в голову стукнуло, они решили ерундой пострадать. Администраторы, наши официанты, девочки, мальчики, я всегда им объясняю, что вы будете много говорить. Не только по теме того, из чего это приготовлено, и там, как долго это будет готовиться, но еще и где вот это найти, а вот это вообще съедобно, а чем мне заменить сыр, а чем мне заменить вот это. То есть мы всегда делаем образовательную сторону. Нам можно просто прийти и поговорить, ничего не покупая. Примерно из этих кафе, они закрываются на этапе 1-1,5 года. У них наступают примерно одни и те же проблемы, на которых мы тоже бывали на этих проблемах. Мало кто на этом этапе просит помощи. И вот поэтому захотелось создать вот эту франшизу, чтобы люди понимали, что они могут создать уже готовую модель. Конечно, любая франшиза – это не 100% гарантия того, что все получится. Мы хотим более здоровый вариант питания. Тогда он, естественно, становится дороже. Но тут еще нужно понимать, что когда мы выбираем более здоровые продукты, мы экономим на аптеках. И вот если сложить бюджет, раньше что ты тратил на еду и на аптеку, еще на врачей желательно, вот это вот все в одну кучу, и сравнить, что ты теперь тратишь на еду, то теперь становится меньше денег, тратится, точнее, меньше.